Үте күннен күнді көрәтшілер. Бүгін бігі Азия оларын программатығар бұйыл саңа көрің бұғытнан келбет, ғо онютығынан кәпсияқ бет. Бұ өйі сайынларар остол онюта қасымыз тұғынчы сыл анара түгар қытай көй өскәбет. Он тоқсыз үйаға дейірі ұғы келіңе Азия дойдылар кәрәрі білдері беп болағаны хүрбәхіз үйеттен сағалан ан дойдығыны бір гіні білі бет. Бүгін бігі Бу го тумара хонутун бағылабыт оғылар жарықтаргар кәлі бет, онын бейгіні кітары салғы тәңі бірге болың. Сама по себе игра, она имеет китайские корни, да, то есть она родилась на рубеже новой эры, да, то есть где-то вот в этот период, и с тех пор действительно получила серьезное развитие по всему миру. Вот. Но в первую очередь в эту игру много народу играет именно в Восточной Азии. То есть в таких странах, как Китай, Корея, Япония. Вот, они являются мировыми лидерами в этом виде спорта. Вот. В Якутии ГО появилась достаточно давно, уже 20 лет назад, но это не было системное развитие, да, это были небольшие клубы, в первую очередь в университете. Вот, где, скажем так, ограниченное количество людей занималось ГО именно для себя в первую очередь. Вот. Поэтому, да, в Якутии есть достаточно сильные игроки, и наша сборная в прошлом году, например, вошла в финал чемпионата России и заняла там 6-е место. Это достаточно хорошее достижение. Вот. Но в плане массовости, к сожалению, не было такого развития. 2022 года был проведен Кубок главы Якутии, да, это одновременно был финал Кубка России. Вот, съехались ведущие игроки с России, да, и были даже сильнейшие игроки из Европы, несмотря на уже начавшиеся вводиться санкции, да. Вот. Вот это событие, наверное, было рубежным. И с тех пор действительно началось развитие серьезное, системное ГО именно в Якутии. Да? И вот можно привести некоторые цифры. Если в 2022 году у нас было всего 5 соревнований, да, то в прошлом, в 2023 году, у нас уже 14 соревнований было проведено. Вот. И проводились небольшие сравнения, да, по количеству играющих. Ну, скажем так, наиболее массовые турниры в году, да, если в 2022 году это был турнир, где участвовало 22 человека, вот, в 2023 47 человек, ну а вот недавно у нас прошел турнир, где было больше 80 участников. У нас сейчас работает 14 клубов уже, вот, именно по всей Якутии, не только в Якутске, но и в Улусах, вот, и занимается больше 250 человек. Вот. В основном это дети. Если брать Якутск, то у нас проходят занятия по школам, да, то есть основными центрами у нас является 23-я школа, потом IT-клуб, вот где мы сейчас находимся, и IT-парк, да, вот в этих местах сосредоточены основные, скажем так, мощности. Ну и сборная занимается в шахматно-шашечном центре. В районах Якутии? Ну, скажем так, в районах вот это все движение только начинается, да. Пожалуй, я могу отметить Чурапчинский Улус, где действительно серьезный клуб, и где появились ребята, которые претендуют на то, чтобы войти в сборную даже, да, и в том числе и по детям Азии. И, скорее всего, несколько человек именно оттуда будут представлять Якутию на этом, скажем так, серьезном мероприятии. Дело в том, что так как наш вид спорта, он достаточно молодой, и для нас каждый месяц он важен, да, мы будем проводить отборочные соревнования непосредственно накануне вот, Детей Азии. Это будет где-то, наверное, в конце мая, вот так. И вот по итогам вот этих соревнований, скорее всего, эти соревнования будут называться первенство Якутии. Да? Вот. Соответственно, в этой возрастной категории те, кто займут первые места, те и будут представлять республику в этом форуме. Этот вариант интересный получался. Сейчас.
Занимаюсь в ГО уже год с чем-то. А как ты пришел вот в секцию ГО? Ты узнал в школе или тебя родители привели? Сначала я не знал, что такое ГО. Я даже не знал вообще, что это за игра. Но меня мама записала в один из летних дней 2022 года в секцию под названием ГО. Я тогда думал, что это за игра, и потом пошел. Узнав правила, мне понравилась эта игра. Она показалась мне достаточно легкой. Потом я начал там побеждать первых соперников. Ну, конечно, иногда проигрывал. Вот. И потом я уже научился играть. Обучиться ему легко, но вот полностью освоить стратегию достаточно сложно. Да, я бы даже сказал бы невозможно. А ты сейчас легко побеждаешь своих соперников? Ну, бывает, некоторые бывают сложно даются, а некоторые достаточно легко. Это уже смотря кто насколько сильно играет. А на какие-нибудь соревнования в другие города России ездили? Да, я ездил 2 раза в Хабаровск, 1 раз в Тулу и 1 раз в Магадан. Ага, и это что за соревнования там проходились? В Хабаровске был чемпионат Дальнего Востока, в Туле был Всероссийский ГО-конгресс, а в Магадане было первенство России. Но я участвовал в Магаданском фестивале. И как успехи? Но в Всероссийском ГО-конгрессе я в дополнительных турнирах занимал 3-е место, а в Магаданском фестивале занял 2-е место среди мальчиков. Но на чемпионатах бывает длится, некоторые партии длятся, например, хоть 15 минут, то есть блиц. Если рапид, то где-то 30 минут. Это уже смотря какой стиль игры у оппонентов. Иногда бывают партии по 2 часа или даже 3 часа. А тебе бывало на таких партиях играть? Иногда да, но обычно у меня быстро играет. Сидеть 2-3 часа это бывает, конечно, утомительно, но можно, в принципе, наслаждаться таким процессом. ГО оннюханута 19 сытыры, оны турору сураханнардан турар. Оннячулар қара оннамаған қамыскаларынан қамаллар. Бастан қара қамыскалақтар түйеллер, кенелер қону үйәңі уңамыннығар қая бағар серге ураллар қамыскаларын. Білеген беге сехили онню бравлаларын кітті бір сеқпет. Обучение начинается вот с такой доски 9 на 9. Естественно, здесь научиться гораздо проще, потому что сама партия длится гораздо быстрее. Дальше переходит на малую доску, которая 13 на 13. И вот, собственно говоря, доходим до доски, которая 19 на 19. В отличие от других игр, камни, фишки, да, выставляются не на клеточки, а на перекрестие. Вот, например, сюда. В отличие от шахмат и шашек, первый ход в ГО делают черные. По традиции, потому что на Дальнем Востоке, на Востоке, в Китае, где родилась игра, именно черный цвет – это скорее цвет, который символизирует добро, вот, а белый – это по большей части цвет смерти. Вот. Цель игры – отгородить как можно большую территорию. Вообще выигрывает тот, кто получает больше очков. Ну и очки можно получать 2 способами. Первый способ – можно окружать и съедать камни соперника. То есть вот я сейчас буду показывать. Если белые играют в другом месте, то черные могут окружить и съесть вот этот камень. Да? Он снимается с доски, и это 1 очко в пользу черных. Как спастись? Белым просто нужно вместо вот этого хода поставить камень сюда. Да? И теперь черным придется окружать камень со всех сторон. Да? Это несколько ходов, и, естественно, белые не будут ждать этого времени, да, и будут дальше противодействовать. Это один момент, то есть окружение. Второй момент – это территория на доске. Дело в том, что когда мы играем, и здесь лучше показать это на маленькой доске, наша цель – разграничить саму доску, ну, если мы берем одну из сторон, да, то чтобы себе оставить побольше, противнику поменьше. То есть фактически мы строим стенки.
Да? Вот сейчас я просто покажу, как это обычно происходит. И стараемся захватить как можно больше пространства, при этом защитить свою территорию. И когда у нас сами границы будут уже оформлены, игра заканчивается. Обращаю внимание, что съедать тоже можно. Да? Если сейчас, например, белые ошибутся и сходят куда-нибудь, например, сюда, то черные могут съесть этот камень. Да? Поэтому белым нужно здесь защищаться. То есть сыграть сюда. Дальше мы заканчиваем партию, да? То есть закрываем все дырки в границах. И вот у нас сформировались территории, сформировались границы, и на этом партия заканчивается. Заканчивается она формально тогда, когда игрок, чей ход сейчас у нас по очереди, больше не видит ходов, которые приносят очки. Да? Ну вот сами посудите. Дело в том, что все вот эти вот перекрестия, которые черные отгородили сейчас, например, да, они являются нашими очками. Да? Если мы ставим камень внутрь своей территории, то мы уменьшаем ее. Соответственно, ходить в свою территорию невыгодно. Из этого и зиждется, концепция окончания партии. А если сходить вот там, где территория белых? Совершенно верный вопрос. Если мы сходим в территорию белых, то, скорее всего, черных съедят. Да? Мы же съедать имеем право, да? То есть здесь места нет, к своим выбраться никак. Соответственно, в этом месте просто спокойно эти камни будут поглощены. Да? Некуда выбраться. Съедать можно любое количество камней. Вот смотрите, все окружили, и это будут 4 очка в пользу белых. Да? Но в то же время, как это ни странно, черные ничего не потеряли, потому что, да, у них съели 4 камня, но белые поставили на свою территорию 4 камня. То есть получается 4 минус 4. То есть получается 0. И теперь мы считаем очки. Да? Считаем очки. Пленные выставляются на территорию противника. Вот. Очки считаются, вот эти можно передвинуть. У нас есть таблица умножения. Да? 3 на 9. 3 на 9 – 27, минус 2 – 25. То есть 25 очков получили черные. Теперь посчитаем территорию белых. Да? У нас получается то же самое 3 на 9 – 27, минус вот эти 5 камней. Да? То есть, соответственно, 22 очка. Вот. И так как белые ходят вторыми, то им еще прибавляется 6,5 очков. То есть вот такой вот интересный момент. Получается, на самом деле, выгодно и ходить первым, потому что первый ход, он важен. И в то же время вторым тоже выгодно ходить, и кому-то это нравится, потому что вы за то, что отдали первый ход, получили реальные очки, то есть 6,5 очков. Ну и так как это с половиной очков, то в го не бывают ничьих. Тоже вот такая характерная особенность. Когда равное количество очков на доске, такое бывает, побеждают белые. Белые на пол очка. Меня вместе с классом всем записала классная руководительница в IT-клуб, а потом все почти поуходили, осталось только 3 человека, ну и мы вот остались заниматься. А почему вы остались? Вам понравилась эта игра? Да, понравилась игра, еще мы получали деньги с турниров, мы ездили на всякие соревнования. На какие соревнования ты побывал? На каких? Я летал в декабре в Екатеринбург, в прошлом году еще летал в Хабаровск, и вот через неделю полечу в Санкт-Петербург. Там обычно на соревнованиях был, где были очень сильные игроки, и там, среди слабых я много побед делал. Вообще по первого места у меня, по-моему, никогда не было, потому что я среди сильных только играл. А чем тебе нравится эта игра?
Мне нравится просчитывать ходы, то, что там вся игра зависит не от удачи вообще, а только от твоего уровня игры. И нет никакой удачи, только как ты играешь. На сколько шагов вперед ты просчитываешь ход? Ну, вообще это по-разному бывает, смотря на сколько надо. Ну, я могу просчитать, думаю, на ходов хотя бы 15. Ну, и вообще много необычно не просчитывают. Это только в всяких борьбах, когда типа там надо именно просчитать, как выжить, как съесть и все. Я думаю, то, что ну, Санкт-Петербург, там рейтинг другой, там он более сильные игроки там намного. Я думаю, то, что у меня будет там хорошо, но не идеально. Хочу попасть в сборную на Дети Азии, которая будет в конце июня. Хорошо, занимаем углы. Нужно было какой-нибудь из углов занять. Ага, слишком спешишь. Ты слишком далеко от этой точки играешь. Я могу вторгнуться и забрать. Ты мен үс сыл учталарын үлләдім. Онна бу күһүңүттен гоға тренердан халан баран. Чепчики курдук. Бравылата брустой, оға түргенді кылынар. Ағаяқ кейбелер, онихен ағаяқ оға хурттаралар. Ну, родители не знают про игру. Они больше на шахматы идут, потому что это знакомая им игра. Добаттен билер боланнар бұдан ордыроллар. Улахан жонлар жырықтаналар ду? Улахан жонлар жырықтаналар. IT паркаға бие го клуб тақпыд. Онно иккиттен жөкке дере мустан оню бұд. Год ұхынан кәпсеті бід. Паймечім үшей бол бұл күрді. Манна беге улахан даскаға партияны воссоздавать с самого начала. Допустим, с первого хода по последний мы по памяти можем разложить, а потом проанализировать. Чоғана білген ән қама оларыңын бәң қардыларғын онына бұл тұрсанча қардыларын біркін өйден қалағында? Ага. Турнирга ондук кына бут. Онны олордак бутына бартын өйдү хаты бут. Онтын бұдан күстақ кейіні кітті разбордур кына. Қанан сыз бұппын, қанан сыйғам. Триптерге хөбелем еті бәғат паньян оғытын берін гоға. Үшігей баяню. Бұра бұлыта өсібіді бұрыстой, кейі түргенік веренер. Бұдан баран қайдақ қамарбын әме бартын задачейін хоттан үйренек қанады. Бұ Дети Азии чугахан қата жон хин біленерер. Хин кралан әлбәнер әбді. Надеюсь, многим понравится. Ну, точно понравится. Игра очень хорошая, интересная и увлекательная. Атын дойдылардан ыныр үдіктағында қоғылар кәлелері болуы. Олар онюларын көргітін кетеғатты, күйтағатты. Ой, я прям жду. Я буду следить за всеми играми. Интересно будет понаблюдать за игрой наших ребят и с Китая, допустим. Потому что в Китае у них очень сильно развито го. Я же тебе скажу, не получалось. Бей бүгін Азия оғылырын программатығар саңа кирбит го оньону катары білісті бет. Бұл кейі өйін мәйден сайынлары оньо олыс ұмсығытуыла қабет. Сақа сенің команда тұттан күттар оғылыр бұтығар Азия оғылырығар сетихилері бағара бұт. Онна бұл оньонан өсел бәк кейі оньо үліхүйе ұмсығыйо ден әріне бет.